Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Самұрық-қазына қорының баспасөз алаңына қош келдіңіздер. Бүгінгі брифинг модераторы мен Әсем Сартбаева. Бүгін біз Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының 2022 жылдың бірінші жарты жылдығының қаржы көрсеткіштері туралы айтатын боламыз. Доброе утро, уважаемые коллеги! Добро пожаловать на пресс-конференцию. Тема сегодняшнего брифинга – финансовые итоги акционерного общества национальной компании «Казмунайгаз» за первое полугодие 2022 года. Қымбатты әріптестер, бүгінгі брифингті бастамас бұрын бірнеше хабарландыру айта кетсем, өздеріңіз көріп отырсыздар, қазіргі таңда біз офлайн форматта брифингімізді жүргізіп отырмыз. Өзге де әріптестерімізге ыңғайлы болу үшін онлайн форматтағы трансляциямызды жалғастырамыз. Дәл қазір YouTube желісінде Самұрық-қазына қорының ресми парақшасында тікелей көрсетілім жүріп жатыр. Бүгінгі тақырыпқа қатысты қандай да бір сауалдарыңыз болса, 8702-767-0452 нөміріне телеграмға жолдасаңыздар болады. Сондай-ақ Самұрық-қазына қорының телеграмдағы Самұрық-қазына official телеграм парақшасына жазылуға шақырамын. Өйткені мұнда сіздер қордың еншілес компанияларына қатысты жаңалықтарды бірінші болып білесіздер. Сондай-ақ алда болатын шаралардың аңдатпасын, анонсында сол жерден көре аласыздар. Бүгінгі брифингімізді бастайық. Бүгінгі брифингтің спикері Қарабаев Дәурен Сапаралыұлы, Қазмұнайгаз компаниясы директорының, Қазмұнайгаз басқармасы төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары, заместитель председателя правления по экономике и финансам акционерного общества национальной компании «Казмунайгаз» Қарабаев Дәурен Сапаралиевич. Дәурен Сапаралыұлы, қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Әсел. Қайырлы күн, құрметті журналистер. Ең алдымен баршаңызға уақыт бөліп бүгінгі брифингке қатысып отырғаныңыз үшін алғысымды білдіремін. Брифинг 2022 жылдың бірінші жартылық қорытындысы бойынша Казмунайгаз ұлттық компаниясының қаржы көрсеткіштеріне арналады. Доброе утро, уважаемые журналисты. Позвольте поблагодарить вас за участие в нашем брифинге. 23 августа Казмунайгаз опубликовал окончательную финансовую отчетность за первое полугодие 2022 года, заключение внешних аудиторов. И сегодня я коротко хотел бы рассказать об итоговых производственных и финансовых результатах национальной компании «Казмунайгаз» за первые 6 месяцев 2022 года. Производственные показатели нами ранее также были опубликованы. Так, добыча нефти с учетом доли Казмунайгаза в крупных проектах за первые 6 месяцев 2022 года составила 10,7 миллион тонн нефти, что на 0,3% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Объем добычи попутного и природного газа увеличился на 0,8% и составил 4,1 миллиарда кубометров. Объем транспортировки, магистральной морской транспортировки нефти за первое полугодие 2022 года составил 37,2 миллиона тонн, увеличившись на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотел бы отметить, как вы знаете, сейчас на КТК ведутся ремонтные работы на 2 выносных причальных устройствах, причем третье устройство работает в штатном режиме. При этом каких-то вопросов, проблем у Казмунайгаза с отгрузкой нефти на текущий момент нет. Мощности по транспортировке соответствуют нашей текущей и удовлетворяют объемы нашей текущей добычи. Хотел упомянуть, что Казмунайгаз изучает различные варианты по возможным альтернативным маршрутам экспорта нефти. Все они в настоящее время находятся в стадии проработки. Детали мы будем сообщать, и о результатах мы будем сообщать по мере развития событий. Далее, объем переработки углеводородного сырья за первое полугодие на наших заводах, это и в Казахстане, и в Румынии, увеличился на 0,2% и составил 9,7 миллионов тонн. Объем производства нефтепродуктов практически не изменился и был на уровне 8,8 миллионов тонн. При этом из этого объема на казахстанских НПЗ Казмунайгаз выработал 6,3 миллиона тонн нефтепродуктов, что на 6% больше показателей прошлого года. Все наши НПЗ работают в штатном режиме согласно планам на текущий год.
По финансовым показателям. Средняя цена нефти марки Brent в первом полугодии 2022 года сложилась на уровне $100,8 США за баррель. Это выше, чем было в прошлом году. Соответственно, это оказало основное влияние на наши финансовые показатели. Но при этом надо отметить, что дисконт на нефть сорта Urals по сравнению с Brent в первом полугодии достигал исторически рекордных значений и на конец полугодия находился на уровне $35 США. В настоящее время мы, конечно, видим, что идет тенденция к сокращению данного дисконта, но тем не менее в течение первого полугодия часть нефти, которую КМГ продает в виде Urals, реализовывалась по более низкой цене. При этом налоги, такие как налог на добычу полезных ископаемых, рентный налог на экспорт, экспортная таможенная пошлина, они привязаны к цене на Брент. Также с июля текущего года казахстанская нефть экспортируется под уже собственной экспортной маркой «Кепка», причем цена на нефть данной марки она складывается выше, чем на нефть марки «Urals». Соответственно, наша выручка, наш общий оборот в первом полугодии 2022 года составил 4,2 триллиона тенге. По сравнению с 2,6 триллиона тенге годом ранее, это рост на 57%. При этом производственные расходы у нас увеличились на 54%. И составили 482 миллиарда тенге. В основном это связано с ростом расходов на заработные платы работникам в регионах присутствия Казмунайгаз, причем и также более повышенных выплат нашим подрядчикам для цели увеличения заработных плат также работникам этих подрядных организаций. Общие административные расходы у нас увеличились на 17% до 67 миллиардов тенге, что также в основном связано с увеличением заработных плат в регионах присутствия. Как вы знаете, общая численность работников группы «Казмунайгаз» составляет около 47 тысяч человек, а если брать в учет и доли в совместных предприятиях, ассоциированных компаниях, то более 60 тысяч человек. Наш финансовый показатель EBITDA – это показатель, характеризующий операционную деятельность компании, ее операционный денежный поток. За первое полугодие 2022 года составил 1,1 триллиона тенге, что выше на 49% показателя 750 миллиардов тенге в первом полугодии прошлого года. При этом финансовые расходы по обслуживанию займов составили 153 миллиарда тенге. Это рост на 32% по сравнению с первым полугодием 2021 года, в основном в связи с ослаблением среднего обменного курса тенге-доллар, что приводит к увеличению процентных расходов в тенговом выражении. Налоги без учета корпоративного подоходного налога у нас выросли на 53% по сравнению с прошлым годом и составили 291 миллиард тенге. В основном связано с увеличением выплат по рентному налогу и НДПИ из-за роста цены на нефть марки Brent. Чистая прибыль компании в результате у нас увеличилась на 5% по сравнению с прошлым годом и достигла 677 миллиардов тенге. При этом, если не учитывать долю в прибыли совместно контролируемых предприятиях, ассоциированных компаниях, то есть наших совместных предприятиях, то наша прибыль несколько уменьшилась. В этом году она составила 156 миллиардов тенге, в прошлом году 384 миллиарда тенге. Свободный денежный поток составил 187 миллиардов тенге, что ниже показателя за прошлый год на 35%. Однако здесь большое влияние оказало выведение компании «Казтрансгаз», «Казахгаз» из группы «Казмунайгаза». Если сделать корректировку на это, то свободный денежный поток у нас увеличился примерно на 80%. Капитальные затраты составили 164 миллиарда тенге, это примерно соответствует уровню прошлого года. Общий долг компании, консолидированный общий долг компании составил 3,9 триллиона тенге или 8,4 миллиона долларов США. В тенговом выражении долг увеличился на 5%.
При этом хотел бы отметить, что в январе 2022 года Атырауский нефтеперерабатывающий завод полностью досрочно погасил займ в размере $600 миллионов перед Эксимбанком Китая. И для погашения были использованы денежные средства, которые были зарезервированы ранее Атырауским НПЗ в ноябре 2021 года. Из ключевых корпоративных событий также хотели бы отметить, что 13 июня 2022 года Казмунайгаз завершил сделку по приобретению 40,5% в компании ТО «Казахстан Petrochemical Industries», которая реализует масштабный проект строительства завода по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. Запуск завода ожидается в сентябре, и первая продукция ожидается в сентябре этого года. Касательно планов по IPO компании, мы проводим соответствующую подготовительную работу согласно заявленным планам фонда «Самрук-Казына» и будем предоставлять более детальную событию по мере развития ситуации. В конце хотели бы предупредить всех казахстанцев о мошенниках, которые предлагают инвестировать деньги якобы в национальную компанию «Казмунайгаз» и в обмен обещают быструю прибыль от продажи нефти и газа. Мы хотели заявить, что распространяемые рекламные объявления являются недостоверными и носят мошеннический характер. В настоящий момент компания инициировала обращение в правоохранительные органы, и по факту департаментом полиции города Нур-Султан возбуждено соответствующее уголовное дело и ведется расследование, начиная с июня месяца этого года. Просим всех казахстанцев быть бдительными. Вся информация о деятельности компании доступна на нашем официальном сайте www.kmg.kz. Просим обращаться только в официальные источники. Спасибо за внимание. Готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо за ваш доклад, Даурен Сапаралевич. Құрметті әріптестер, бүгінгі тақырыпқа қатысты сауалдарыңыз болса, телеграм арнамызға немесе 802-767-0452 нөміріне жолдасаңыздар болады. Олай болса, бүгінгі брифингіміздің екінші бөлігі сұрақ-жауап секциясына өтсек. Поступил вопрос от коллег. In business. Ведутся ли переговоры между Казмунайгазом и СОКАР о разрешении на продажу 1,5 миллиона тонн казахстанской нефти в год через азербайджанский трубопровод? Обсуждения с азербайджанской стороной по возможной транспортировке казахстанской нефти ведутся на различных уровнях, в том числе на государственном, в том числе на уровне национальных компаний. Детали еще требуют согласования. Мы более подробно сообщим по достижении договоренности с азербайджанской стороной. Как вы знаете, Азербайджан имеет два нефтепровода, Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, которые могут быть потенциально использованы для транспортировки казахстанской нефти. Спасибо за ваш ответ. Қазақстан ұлттық хабар телеарнасынан кешірім сұраймын. Самұрық-қазына өзіне қарасты компаниялардың акцияларын IPO-ға шығаратыны туралы айтып келеді. Бұл қашан басталады, қандай компаниялар акциясы сатылады, IPO-ға кімдер қатысады? Енді бұл жерде тікелей Қазмұнайгазға қатысты болу керек, алғашқы IPO. Как было объявлено фондом Самрук-Казына, рассматривается вариант о выводе компании «Казмунайгаз» на IPO в 2022 году, и мы сейчас ведем соответствующую подготовительную работу. Детали на текущий момент сообщить не можем, есть соответствующие юридические ограничения, однако, как у нас будет возможность, мы сразу же сообщим. Спасибо. Следующий вопрос от агентства Рейтер. Здесь несколько вопросов. Первый вопрос. Планирует ли Казмунайгаз экспорт нефти из ресурсов ТШО и Кашагана по альтернативным маршрутам? Это первый вопрос. Второй вопрос. Когда заканчивается договор с Витол о поставках нефти и СУК? Будет ли пролонгация? И третий вопрос. Будет ли ремонт на Чимкентском НПЗ в этом году? Если да, то когда и на каких условиях? Установках. Компании Тенгиз Шевройл и Кашаган
реализует нефть самостоятельно. Насколько нам известно, варианты альтернативных маршрутов рассматриваются также для этих двух компаний, для этих двух проектов. Касательно договоров о продаже нефти с компанией «Витол», действительно, у нас есть эти договора, которые сейчас действуют. И, насколько я помню, договора истекают, некоторые из них истекают в 2023 году, некоторые в 2025 году. По ремонту Шымкентского НПЗ. В этом году капитального ремонта Шымкентского НПЗ не планируется, то есть Шымкентский НПЗ останавливаться не будет. Следующий капитальный ремонт предварительно планируется в начале следующего года, где-то в марте месяце. Спасибо за ваш ответ. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңызды жолдағанда қандай агенттіктен немесе қандай телеарнадан екеніңізді көрсетулеріңізді сұраймыз. Следующий вопрос звучит так. Недавно министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков заявил, что отгрузка нефтепродуктов, в частности дистоплива, с казахстанских НПЗ осуществляется нестабильно. Что делает КМГ для решения проблемы с поставками и запасами дистоплива? Основная задача Казмунайгаза – это обеспечить бесперебойную работу нефтеперерабатывающих заводов. Как вы знаете, Казмунайгаз владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами – Атырауским и Павлодарским, и также владеет 50% в Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе и 50% в битумном заводе «Каспий Битум». Все наши заводы работают в плановом, в штатном режиме. Именно выработка идет стабильно, согласно планам. При этом с учетом мощностей по отгрузке, мощностей железной дороги, нефтехранилищ, возможно, были какие-то перебои. Однако именно сама работа заводов, она осуществляется в стабильном режиме. При этом мы, к сожалению, не можем влиять и не контролируем на спрос нефтепродуктов в Казахстане и в ближайших странах. Поэтому этот вопрос находится вне нашего контроля. То есть наша задача обеспечить бесперебойную, стабильную работу нефтеперерабатывающих заводов, чем Казмунайгаз занимается. Напомню, что капитальный ремонт Павлодарского НПЗ завершился в начале-середине августа. При этом Атырауский НПЗ планирует ремонт, начиная с 15 сентября. Құрметті әріптестер, бүгінге тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса, арнайы микрофон бар, ортаға шығып, сауалдарыңызды қойсаңыздар болады. Следующий вопрос. По мнению Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров, нынешняя ситуация с дивидендными выплатами Казтрансойл негативно сказывается на восприятии инвесторами IPO КМГ. Гарантирует ли КМГ стабильные дивидендные выплаты акционерам после IPO? Компания Казтрансойл действительно входит в группу компаний Казмунайгаз. Казмунайгаз является таким же акционером компании Казтрансойл. В этом году пониженные дивиденды компании Казтрансойл, решение о размере дивидендов компании Казтрансойл было принято с учетом финансового состояния компании, с учетом ее денежных потоков. При этом надо отметить, что дивиденды не являются гарантией, в отличие, например, от выплат по долговым инструментам, да, где инвесторам, например, еврооблигации или местные облигации, гарантируется фиксированный доход к выплате. Выплаты дивидендов по акциям, как мы все знаем, не являются гарантированным доходом и могут колебаться в зависимости от рыночной ситуации, в зависимости от финансового состояния компании. При этом в отношении Казмунайгаза и выплат дивидендов по акциям Казмунайгаза после IPO мы сообщим дополнительно в рамках той дивидендной политики, которая сейчас вырабатывается совместно Казмунайгазом, фондом Самрұқ-Қазына и финансовыми консультантами. Спасибо за ваш ответ.
Сколько средств КМГ планирует привлечь благодаря IPO? На что конкретно пойдут эти деньги? Мы не знаем еще, какой объем средств будет привлечен в рамках IPO. Это зависит от спроса, это зависит от интереса инвесторов, которые будут участвовать в IPO. Это зависит от уровня развития финансового рынка Казахстана. Наверное, на текущем этапе преждевременно об этом говорить. И точную сумму мы уже сообщим по результатам, по фактическим результатам проведенного IPO и продажи акций. Как будут использоваться средства от IPO, этот вопрос также обсуждается, находится в процессе обсуждения между компанией и фондом Самрук-Казына. Возможны разные варианты, то есть как привлечение денег именно для фонда Самрук-Казына, возможно для компании и в том числе в Национальный фонд Республики Казахстан. На какой стадии находятся переговоры с Азербайджаном об альтернативных маршрутах экспорта казахстанской нефти? Удалось ли согласовать объемы, условия, сроки контракта? Ранее мы комментировали этот вопрос. Переговоры сейчас находятся в активной фазе, но при этом условия еще окончательно не согласованы. Как только у нас будет информация, мы ее сразу предоставим. Станут ли альтернативные маршруты поставок казахстанской нефти полноценной заменой КТК? Сопоставимы ли их объемы? Это зависит от многих условий, многих обстоятельств. В долгосрочном плане Казахстан располагает достаточными альтернативными маршрутами, объемы, которые сопоставимы с КТК. Еще один вопрос. Какая сейчас ситуация с КТК? Ожидается ли снижение объемов транспортировки по нефтепроводу по итогам 2022 года из-за многочисленных перебоев в его работе? Если вы обратили на финансовые показатели за первое полугодие, которые Казмунайгаз публикует детально на своем сайте, и мы там также раскрываем объемы транспортировки по КТК, то за первое полугодие объемы транспортировки по КТК, они даже немного увеличились. По ожиданиям до конца года это зависит от также разных факторов, от ситуации. Как я говорил, в настоящий момент у нас вопросов именно с мощностями по отгрузке производимой нефти нет. Спасибо за ваш ответ. Уважаемые коллеги, я хочу напомнить, что сейчас ведется прямая трансляция на официальном аккаунте YouTube фонда Самрук-Казына. Вы можете свои вопросы отправлять туда в комментарии или же в телеграм-канал. Вот коллеги отправили такой вопрос. Как будут проводиться работы по ветропарку совместно с Total? Будет объявлен тендер на услуги и работы на портале закупок Самрук? По данному вопросу я сейчас прокомментировать не смогу, но мы готовы предоставить вам отдельный ответ. Необходимо, чтобы соответствующие специалисты нашей компании рассмотрели этот вопрос. И второй же вопрос, вот этот же пользователь отправил. Будет ли строительство КАЗ ГПЗ или все-таки модернизация существующих ГПЗ? Также, если можно, мы ответим на этот вопрос дополнительно. Дело в том, что модернизация, реконструкция и строительство ГПЗ взамен существующего в городе Жанаузень, этот проект сейчас реализуется по поручению государственных органов. Более детальную информацию я также хотел бы попросить, чтобы вы обратились к нам, чтобы мы могли предоставить точную информацию по деталям. Спасибо. Рахмет. Ахмет Түркебай, дизель, бензин не болды тағы да қолдан жасап отырсыздар ма дейді. Осыған қатысты айта кетсеңіз. Мен жаңында айтқандай, біздің мұнай зауыттары
жоспарланған режимде істеп жатыр. Бірақ сұраныс жоғары, әсіресе қазір тамыз айында Қазмұнайгаздың бірінші міндеті ол мұнай өндіретін зауыттарды жұмысын қамтамасыз ету керек. Сол жұмысты біз қазір атқарып жатырмыз. Спасибо за ваш ответ. За последнее время долг Казмунайгаз значительно снизился, но по-прежнему составляет около 8 миллиардов долларов. За какой период планируется закрыть долг и как это будет влиять на курс акций Казмунайгаз? Действительно, как я сказал ранее, сейчас консолидируемый долг компании Казмунайгаз составляет около 8,4 миллиарда долларов США. Основная доля здесь представлена международными еврооблигациями в размере 6,25 миллиардов долларов. Данные долги имеют долгосрочный характер. У нас нет каких-либо крупных погашений в ближайшее время. Следующее крупное погашение плановое у нас ожидается в 2025 году на сумму 500 миллионов долларов. И затем после этого на сумму 1 миллиард долларов в 2027 году. Казмунайгаз в свое время проводил работу с тем, чтобы удлинить и выровнять график погашения долгов. То есть у нас есть выпуски еврооблигаций со сроком погашения в 2048 году. Причем ставки, по которым привлекались эти заимствования, они сейчас намного лучше, чем текущие ставки на рынке после последних событий, которые произошли в регионе. При этом мы работаем над тем, чтобы снижать существующий долг компании. И действительно за последние 3-4 года, если я не ошибаюсь, у нас снижение произошло на сумму примерно 3,9 миллиардов долларов. Если взять чуть более длинный срок, то снижение было еще больше. Это целенаправленная стратегия компании «Казмунайгаз». При этом мы, конечно, рассматриваем заемное финансирование для тех проектов, которые мы реализуем. Но это уже долговое финансирование на уровне самого проекта, и это долг, который будет обслуживаться из того проекта, для которого он был привлечен. Снижение долга, понятно, что увеличивает стоимость чистых активов компании, поэтому это в целом положительно влияет на оценку компании, как при IPO, так и в целом на оценку компании. Надеемся, это будет учтено как положительный фактор при потенциальном размещении акций Казмунайгаза. Спасибо. Коллеги, если есть вопросы из зала, мы готовы послушать их. Если нет, то можем завершить сегодняшнюю пресс-конференцию. Спасибо вам за проявленный интерес. Даурен Сапаралиевич, спасибо вам за содержательные ответы. Құрметті әріптестер, әлеуметтік желілерде міне сұрақтардың барлығын оқыдым қойылған. Сұрақтарыңыз болмаса, осымен бүгінгі баспасөз жиынымызды аяқтаймыз. Жақсылықта жүздесейік, аман, сау болыңыздар.